Ну что, друзья, всем привитание. З вами Антось и Алена, паразиты новостей. Новинок. Новинок. Вот, витаю, Алена. Ну, несмотря на сумный час, мы все же как-то поспробуем улыбаться. Так? Да. Первое видео. Сейчас прямо группа белорусских журналистов направляется в Казахстан, чтобы освещать события, которые происходят в этой стране. Все мы видели, какие жуткие кадры публикуют наши коллеги оттуда, публикуют граждане. И мы хотим увидеть это своими глазами, также рассказать и белорусам, и гражданам других стран о том, что там происходит. Все самые оперативные новости смотрите на всех наших каналах, на телеканале СТВ, на других изданиях, наших телеграм-каналах. Будем оперативно все освещать. Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции. Ну что думаешь? Помимо наших ребят, над чем невозможно посмеяться, не наших ребят, ну они наши, я не знаю сказать, наших, не наших, но они имеют белорусское гражданство, как минимум. Кто-то вольно, кто-то невольно, однако все мы соучастники, как белорусы. Ну, эту серьезную тему оставим за кадром, а вот Озаренок – это еще один главный лукашенковский фронт такой. Я не знаю, кто это. Это спецназ, Беркут, Скобеева, я не знаю, вся пропагандонская машина всей империи в одном лице, дошедшая до крайней степени маразма. И ты уже видел, в Беларуси были какие-то репортажи от Озаренка на тему? На тему чего? На тему его поездки в Казахстан. Он уже Не, я еще не бачил этого. Он только тут и поехал. Это ж не близкий свет Казахстан. Да только мы по горячих следах глядим вообще. Только ж поехал человек. Ты уже хочешь репортаж. Ты знаешь, что я здесь, когда говорила с друзьями, приятелями в Украине, они смотрят, естественно, Озаренка, и попадается всем этот контент. И многим кажется, что человек просто много зарабатывает, от этого несет и ляпает всякую чушь. Ну, такую гипертрофированную. Но мы-то знаем, что вообще он из любви к жанру, я так понимаю, с глубокого убеждения. Наш редактор Вадим Довнар, еще будучи в Беларуси, когда-то работая в оппозиционных изданиях, пересекался с папой Озаренка. И говорил, что сын достойное продолжение своего отца вообще. Что они живут вообще в этих нарративах. Понимаешь? Озаренку, да, я тебя перебиваю, вот я как бы... Что ты чувствуешь, когда вот это все видишь? Не, мне цікаво, що ти про Озаренка ще ведаєш, тому що я не про його шмат не ведаю. Але... Я ничего особливо не ведаю. Ну вот только то, что Довнар казал. Ясно. Так вот, про Озаренка скажу. Бач, Озаренок урадзіўся ў такі час, калі бацька ягоны зрабіўся, мабыць, у той час, калі бацька ягоны здымаў свой відэафільм «Пасквіль на Зянона Пазняка», там, дзе на працягу полутора хвілін ён злажыў факельныя шэсці украінскіх нацыяналістаў, нейкіх жыгуноў другой сусветнай вайны, тады ледзьве не ядзерныя нейкія выбухі, Зянон Пазняк. І Зянон Пазняк у канцы. Значыць, туды ж трапіў быў гэты наш паэт, который ў Норвегію уцікаў, скандальны, ён трошки нацыст быў у той час. Карацей, на яго прыйшлі да Пазняка, ён у кучу накідаў всякага лайна, зверху пасадзіў Пазняка уяўна, і гэта кіно ягоныя дзеці хлусні, по-моему, оно было паўдзельнічала на людзей вельмі цяжка. Маці моя разабралася, была, кажа, гэта мана, а бацька мой напрухся вот так і кажа, як жа так, такі ж разумны чалавек разам з фашыстамі ходзіць. То есть, как бы, у той час можна было людзьмі... Ну, цяпер у гэты час масамі кіраваць можна лёгка, але тыя людзі, якія шукаюць інфармацыю, яны знаходзяць. А тады знайсці інфармацыю было цяжка, а Озаренку гэтаму бацьку далі у рукі рупор, скажем так. І Озаренок адпрацаваў, быў на будучага Лукашэнку, вельмі моцна адпрацаваў. Ну, як бы,
у час становления улады Лукашенко. Лукашенко же уже пришёўшы быў. Это, по-моему, был 96-й год, когда он снял этот фильм «Дети хлусни». Я не помыляюсь, проверить. То есть Лукашенко уже цугли ухапил, парламент побил, уже стал амаль нелегитимным, и он перед самой нелегитимизацией Лукашенко начинает его по-своему легитимизовать. Чуў я ад людзей, што Заронак старэйшы, ён як бы у душы не прарасійскі чалавек. То бок ён просто верыў у цара, беларускага такого правильного цара, такого неадрванага ад савецкага вот этого строю, такого, а калі неадрвана ад савецкага строю, сахі на чым справядлівы, не такі гэты пазняку, который кайзеру служыў яшчэ Вільгельму. В 45-м году родился. Он же не мог не понимать и теоретически, и практически, что Лука был ставленником России в тот момент. И он, это многоходовочник тадышний. Я вот пробачаюся, что я нашу передачу перетворяю серьезно, я просто надто вящаном что-нибудь не могу. Вот пробачу, вот, хай гэта будзе грех на моей души, але Азаронок это многоходовочник тадышний. И коли взять теперешнюю псевдооппозицию, псевдопост квази самозваную не да нейкую хрен пойме какую оппозицию гэтых сервильных чуваков, якія объявили сами себе оппозиционерами в 20-м году, их никто там не бачил. Вот, я на увазе латушки там и всякие и так далее. То Азаронок на их фоне стары выглядае вельмі сціплым, честным и, скажем так, простым, дурноватым пионером неким. Выбачаюся, задув свечку. Вот. Простым пионером выглядае. А гэта такие матюрые, скажем так, опытные такие, опытные Б, скажем так. Напишем литеру Б великую. Можно, Антосик, можно сказать выражением их любимого мудрого Путина. Как он говорил, женщины с низкой социальной ответственностью. Ну, да, мы живем сейчас, тут уже и мужчины подтянутся, как бы женщины для меня не соответствуют. В этом случае женщины для меня понятие общее. По отношению к данной ситуации. Ну, то есть на их фоне Азаронок стары выглядае як честное Д, честное. А яны Б, а ён честное Д. Ну вот, а гэты малы радзіўся у той час, як бацька маніў. Это я ж его назвал восенью «Дитя хлусни». И после мне пасились некие боты, причем не российские боты, под моими комментами. Я так разумею, что Азаронковые боты пасились. С такими крылдами, такими дятинами, там, на меня там нечто там кидались, я там их побанил всех. Вот. Это «Дитя хлусни». Это вот, скажем, ну, коли бачка честная, Д, то это честнейшее. Ну, есть такая песня «Честнейшую». Ну, тут честнее не придумаешь. Вот такая честная песня. Наши дети лучше нас. Они да, и другое, что ты трошки, может, не зауважала это. Азаронок как раз таким поколением родился, которым морды не били. То бок, когда он был говном у школе, я его просто не бил. Да, я его не бил. У моим поколением как так и был, я его калачили каждый день вечер, там, загинали такое и по шапце били. А его, видать, не били мало, просто он бортов не видит, не наблюдает. Если что хочу зауважить, что мне кажется, что такие вот люди, как Азаронок, яны настолько поверховно значные для этого режима. Ну, пропагандистом его назовешь, никто з моих земляков с ватными мозгами Азаронка не цитует. Никто. И он никому не заходит, Азаронок. Это такая квинтэссенция идиотизма. Он, по сути, вредит даже самой системе, на самом деле. Есть такое. Не знаю, мне кажется, даже ебаськи. Но это, знаешь, вот когда запределье в пропаганде, то, что доводит до состояния полного маразма. Но, тем не менее, ну, смотри, у Азаренка вон уже в Казахстане, я бы сказала, есть последователи. Посмотрим видео. Так. Сестра по разуму. Один день задержки метадона, возможны беспорядки в стране. То есть это
Этот уже проект реализуется с 2010 года, и если мы говорим о том, вы можете пройти свое журналистское расследование, о том, что за 2 года до оранжевой революции в Украине точно так же было продвинуто этот наркотик, и за 2 дня до беспорядков, значит, этот метадон не был завезен. И поэтому на площади выходили в основном наркозависимые, которые были управляемы, и им там эту дозу давали. Кстати, заметьте, напоминает и Украину. Ну, так, Вообще так. на все площади выходят наркозависимые. Я сразу представила себе такую картину, знаешь, полузомби, идущую за метадоном. Что у них в головах, Антосик? Я не знаю. Ну, как? Ну, как? Ну, вот так вот. И она проговорилася просто. Я скажу, что так просто гэтыя постбольшевики ни про что не кажуць. Значит, у шэрагах тых, хто выконвае іх загады, ёсць наркозалежны. Это натурально. Это, Я, кстати, прости, что перебила, так и не поняла. Она тут есть в какой-то момент даже ощущение, что она переживает, что не завезли метадон. Ну так. То бок яна... Я тебе перакладаю з постбольшавіцкай мовы на чалавечную. Хочешь перакладу? Давай. Не дай бог бы перед провокациями в Казахстане, перед первыми погромщиками, которые были у всех один провокатор, не завезли бы за 2 дня метадон. Вот переклад того, что она сказала. Разумеешь? Ну, вот я конечно, потлумачу. Вот подписчики мои, это то, что посилит, что я кажу истинную правду. Вот батюшку могу посадить, рассказать ему ситуацию, он скажет, что я прав. Я перекладаю с советско-брахливой мовы на человеческую. И она радуется тому, что все-таки перебоев с метадоном за 2 дня не было до того, как начались провокации. Вот что она сказала. Вот, то бок это не Заронкова подруга, это серьезная женщина. Я, кажется, Антосик, я, кажется, догадываюсь, чья это подруга. Ну, вернее, вся эта история с метадоном сразу напоминает, переводит нас плавно к следующему видео, потому что там тоже ощущение, что нет, там с поставками все нормально. Возможно, здесь метадоном просто называется аргентинский кокс, напоминаю историю. Итак, Владимир Путин в храме. Я просто прошу посмотреть видео. Нерукотворного образа. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Здесь, как и в тысячах других храмов Русской Православной Церкви, совершается ночное рождественское богослужение. Спасение душ наших, Господу помолимся. Только что началось служение божественной литургии. О мире всего мира. Интересное место, где этот храм находится. Селы Огарево и Усово возникли в середине 15 века. К концу 17 века. В общем, Путин входит в некое состояние транса. Как тебе вообще вот этот вот тренд совершать злодейство с выступлением в храмах? Я напомню, наш белорусский Лукашенко, правда, не в таком состоянии, не впадая в транс, видимо, больше заботится о своем здоровье, чем Владимир Путин, не впадая в такой транс, от метадона, я не знаю, там еще раз, от аргентинского кокса или просто от чего-нибудь, что нам непонятно. Так вот, он же тоже выступил в храме. Вот все эти выступления, которые мы показывали в последних роликах, он стоит в таком же золоте, бриллиантах, чуть ли не один сам собой бог такой рядом со священником и вещает. Как тебе этот сюр? В русской православной церкви. Ну, дякую Богу, что у русской это первое. Другое, что пачну з Путіна, але тады вярнуцца трэба да Заронка яшчэ. Все-таки не ўсё сказаў про Заронка. Давай. Мне здаецца, что Путин просто усикался. Усикался? Да, его памперсы. Бачу, он стоит такие,
І так похистається туди-сюди. Ну, таких от хистких, я помню, неколи, як у новинках з бачушком один ходив прочищати хворих, ще студентом будучи, 2002-2003 год это був, брали мене, був здоровий, паномаром. І так от хворі такі стоять, от вони на вішах, отак от, туди-сюди. Як кивач, киваються туди-сюди. А мені здається, що він реально просто таким стані його поставили, от принесли, поставили як статую. Он стоит, это бедный дед, трясется, и раз и напрутил в этой памперсе. И недоволен тем, что не сходил нормально в туалет, а туды сходил. Он такие, вот в некий момент он нормально, потом такой раз и скривился вот так. Мне кажется, что это просто чисто простейшие некие физиологичные уже такие как ты можешь моменты. подумать? Он же Бог. Он это никогда не делает. Мне кажется, что он старый просто допитый человек, измученный нарзаном. Вот он, может, вообще ни в чем не виноват. Там я вот двойники керую, чему снявят. Предполагаю, что это вообще не он. А, может, наоборот, это ён. А той, который керует, это не ён. Это которые, типа, там, плячисты, там, некие. Это, которые старик, он помер, он бурат был, по-моему, по национальности. Он помер в 20-м году. Слушай, судя по партиям, которые шли из Аргентины, там хватает на всех. Еще на 125 двойников. Это точно. Так вот, про Азаронка. Ты вот звернул увагу на Азаронка, а коли наши сябры, можно в конце будет ролика на менавіце поставить, наши сябры звернуть увагу на то, что Азаронок нёс у неким перадапошнім выпуску, то у яго ўжо стало перед выездом, что он выпусціў этой своей педерачеты. У яго ж ужо ягоная прамова рассыпалася. У яго няма ніякай звязнасці мовы. У яго там нешта коні, людзі, барабашка там. І вы такое пачуццё, што он зачытывае нормальны пераклад пісьма з самага замшэлага магазина Алиэкспресс. Там типа резиновые лекарства, цветы там и так далее. И вот он зачитывая просто вырванное слово. Я вот сижу, я не могу зловить контекст того, что он говорит. А не скажите некими связанными... А не важно, у него есть набор штампов. Таких, знаешь, там, я не знаю, ну, все уже в курсе. Нет, вот ранее я... Главное перетусовывать относительно каждого события. Алена, ты перагледзь, вот кай гледачы самы перагледзяць, можна нават зрабіць, я могу нават асобны разбор зрабіць на ягону лабуду, хоць мне не хочется. Но ранейшего выпуска яны мелі нейкую канву, связная речь была больш-менш. А теперь это набор штампу, такое пачуццё, что он з будунішчы схапіў все тыя штампы, яго адного коня видя, и он их проволок, и гэтыя штампы вот такой вывернул на стол и подкидая конфетти у воздух, у поветра. То бок гэтыя штампы яго не выстроены ни в якую последовность, абсолютно. Это просто куча, вот такая вот куча навалена, и он уже ты его кучу, у яго уже разложение особое, где мне сдается. То есть ягоны стиль, вот это вот деструктивный стиль поведомления у ягоных гэтых лозунгаў досягнуў такого апогея, что хутка уже будзе гэты шарик убегать, типа оборвал там Москва-швея, уже обрывки будут неких не слов, а корнясловов неких там, не целых нават слов. Вот. А другое, что-то зауважил, что-то за была девчина Зим, которая в Казахстан поехала, что она такая некая косовокая, такая малорослая, специально подобрали. Белорусская корреспондентка, я не помню ее фамилию. Я ж БТ не смотрю, ты, наверное, тоже не смотришь, но кто-то оттуда. Не, мне скидали подписчики, я глядел, до речи, передачу, где, у приклад, ставили вируса, передачу глядел, и там такая худющая, дитянёненькая вяде. Это не она. Я видела, то мне тоже скинули подписчики, я смотрела, но это не она. А что вы такую подобрали? Ну, как на казашку было подобно, чи что? Все Нового года. Да, ну. Какая-то пропагандистка. Я думаю, что нам подскажут в комментах. Ну, ты что-то хотел сказать про разрушенный мост на Немиге? Ну, гляди, я как было ще. Я не специалист. Да, я сразу скажу нашим зрителям, что в Минске на Немиге, это одна из центральных улиц, обвалился мост.
У ноч 7 на 8. У ночь Правильно? с 7 на 8. Так. Так. И 8 числа в обед оздоровных сваливаешь Беларусь в Казахстан. Ты видишь в этом какой-то тайный смысл? Ну, может быть и есть, что. Может, много знает. А может, ему доручили подорвать. Потому что, я еще раз скажу, что я гляну на опоры, там есть фотографии опор, а Лена, это не само разбурение моста, это подрыв. Это я помню этот мост отлично. Он, да, производил впечатление для меня не специалиста, но, по крайней мере, очень прочного. Я была, конечно, в шоке. Його ремонтували, по-моєму, перший раз, я був ще студентом, у 2005 було капітальний ремонт этого моста, був капітальний. И я ще раз его робили, пошли. Это мост, развязку робили наверх, эту новую, его еще робили позднее, про заду всем. Это мост достатково крепкий. Ну, спочатку він побудований давно, конечно, этот мост. Знакомитий Неаміговський мост. Але там, где опора, там есть ряды разбурения. Вот попытаться людей мясцовых, что они чули ночью. Вот мне такое почуццё, что там менавіта у стыку плит гэтых и гэтай опоры там был выбух накіраваны, потому что там эта опора вот так вот сгрызена. Вот так. Они просто так опоры так не разваливаются. Потому что мост был, зламаўся на бывшей Новоерусалимской годы 4 тому. По-моему, нет, это в 19 году было. Там опоры были ровненькие. Там обвалилася гэтага плита, зламалася, а опора она осталась, ну, только, як я казав, Равшан, это краешек только, куточек трошки отбитый. Слушай, а вот так вот я понимаю, так после разбурения моста, ну вот что за этим последовало? Інфопричина адвесці увагу беларусаў ад поездки туды наших карнікаў, якіх Лукашенко адсюль погнаў у Казахстан. Вот для чаго это зроблена. Загад інфопричину зрабіць, конечно, з Москвы 100%. Але выканаўцы наши, они пашкадавалі людзей і рванули тады там у 4 гадзіны раніцы, калі ніхто не ходит, скорее за все. Але выбух повинны были люди чуть. Там жилые домы не так близко, но не так далеко. Я думаю, что накіраваныя выбухи не такие громкие на самом деле. Они не такие могутные, але они разбурают сам материал. Але выбух повинны были люди чуть. Эта информация еще, я думаю, всплыве. 100% это выбух. 100% не самой нам говорилось. Это выбух, я тебе гарантую, что это выбух. Вот. Это каб адвесці увагу людей, потому что нас же зганьбовали на увесь свет. Путин с этим, с Атрапом. Они зганьбовали нас всех, поставили нас ниже плинтуса. Теперь так. Дякую, невероятно. Теперь так. И в связи с этим я хочу показать, тоже не получается, да, особо смеяться, поэтому я приношу извинения зрителям, я думаю, все понятно. У нас есть такое, многие не знают, в Украине, во всяком случае, а-ля представитель белорусской официальной оппозиции. Человек, который какое-то время служил верой и правдой газпромовскому Бабарико, потом попал в КГБ, его обухом, как по его признанию, ударило по голове, и он понял, что идет не туда, пришел в лукашенковскую, приближенную к Лукашенко оппозицию, и вот он всем белорусам, вернее казахам, берет на себя смелость что-то предложить, вернее предложить вступить. Предлагаю послушать. Плохо бы Казахстану, и я считаю, у него есть только этот путь, предложить вступить в союз Беларуси и России. С учетом того, с чем сейчас президент Токаев столкнется, с каким и внешним, и внутренним давлением. Это было бы замечательно, если бы президент Беларуси пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента вступить в наш союз. Всем бы такую оппозицию, скажи, Антосик. Вот как сказал, вот как выступил против системы, так взял вот прям и выступил. Оппозиционер, ё-моё. Вступить. Да, это страшно, вот. За это смеяться не мочил, честно тебе скажу. Потому что это паразиты, понимаешь? Вот это такое создание инфоповодов, якобы создание какого-то альтернативного инфопространства. Ни хера не альтернативного. И
Ну, страшно заслушать. Хочется поржать, там, вступить в говно, да, чем является этот союз им предполагаемый. Но на самом деле не смешно. Скажи мне, люди как в Беларуси к этому относятся вообще? Средняя температура в больнице так давно не была дома. Людей тлуміць вельмі тлуміць людзей гэта інфармацыйная мана, тлуміць галовы, людзі хаваюць галовы ў пясок, але учора схадзіўшы ў поля і пагаварыўшы з людзьмі такімі дастаткова простымі, не надта там абцяжаранымі нейкімі там абавязкамі інтэлектуальнымі і так далей, і зусім простымі, скажу, что не так уже, ну, по крайней мере, мои земляки не так уже и дрэнна разбираются в ситуации. Люди цікавятся. Наши люди, белорусские, цікавные. Мы не россияне, что они будут жить, когда граница с Казахстаном и голову в песок и будут сказать, мы политика не интересуется. Мы политизованный народ, глубинно политизованный. Мы как нация зникли политично. Вот, ну, политичная нация с самого народжения своего. И простые люди, они не задоволены. Ни одного не споткал. Акром дзікай ваты мясцовай, з кімі вот размаўляў апошнія 4 дні, хто б лаяльна адносіўся да гэтай сітуацыі. Альбо паўтараў прапагандысцкія тэзы пра тое, што это міратворцы. Усе кажуць, зачем, куды яны паехалі, на што гэта не трэба. То бок людзі бачаць, што прэцэдэнт вельмі дрэнны, і людзі незадаволены страшна. То бок, калі яшчэ людзям зрабіць заўтра рэферэндум, то мне здаецца, што вокны ў школах павышыбаюць людзі. То бок, ну, людзей гэта сітуацыя проста... Людзі разабраліся. Хто хацеў разабрацца, самыя простыя людзі, нават з абмежаванай інфармацыйнай крыніц абмежаваных і лжывых, яны зрабілі высновы вельмі правільна. Я ўчора пагаварыў з такімі прасцякамі, якія мне так усе кажуць, гэта ўжо няправільна, это ж ты што... А вот что в Казахстане? Нам же правда не скажут, может, ты что-то знаешь другое, пытаются. То есть они хотят ведать, люди, больше информацию такую достоверную, скажем так, спраўджаную информацию. То бок люди разумеют, что по телеку им не говорят правду. Знаешь, раз уж эфир не получился таким просто веселым, мы сейчас, наверное, закончим, и я поставлю в конце видео, которое ты просил про Озаренка, да? Не будем Жирика сегодня ставить. Оставим. Не, ну его. Ну его. Я просто в любом случае хочу воспользоваться эфиром и думаю, что каждый белорус должен сказать «Прости, Казахстан». Объясню, почему. Помнишь, когда мы говорили о том, что в империи российской есть, пусть там немного, но есть осознанных людей, вот там то количество людей, которые не были виноваты, они сказали «прости за Крым». И мы должны сказать то же самое. Мы на самом деле в страшной ситуации в том, что мы первый раз стали частью этого позора. Захватнической, да, захватнической, оккупационной, простите, войны против другого государства. Вообще не важно, кто там, что там, зачем там и так далее. В случае оккупации это не важно вообще. И мы в силу разных обстоятельств не смогли, не созрели, не сделали, довели. Да, мы с Антосем персонально, наверное, старались сделать максимум то, что от нас зависит, чтобы это не произошло. По крайней мере, в информационном плане. Но мы часть этой страны. Даже я сейчас с паспортом беженца, я белорусская. И я хочу попросить прощения. Ну, а в конце, собственно, поставим видео с Озаренком. Программа получилась странная, ребята, ну, какая есть. Простите, нам хотелось поржать, мы считаем, что ржать надо в любой ситуации. Антос всегда говорит, что ничто так врага не доводит до состояния бешенства, как смех над ним. Но... Не за что атрымліваецца.
Да, не зовсім атрымліваецца. Конечно, хай выбачае нас вялікі казахскі народ, и жадаю казахам перамоги, не отчаивайтесь, неважно, что ресурсов мало и так далее. Я боюсь, что некое існуючае офицерское кіраўніцтва оно не зможа узначаліць оборону Казахстана, потому что ўсе, як в Украине некалі, скажем, ну не все, а не привыкли быть самостойными, я так думаю. Потому что тоталитарная держава. Хотя Назарбаев он занимался националистичной политикой как диктатор, в отличие от Лукашенко. Лукашенко антинациональной политикой занимался, а Назарбаев националистичной политикой занимался. Але как диктатор. И тому Назарбаева треба было доесть. Назарбаев усім обрыдал гэтым федерастам, и его треба было доесть. А наконт гэтага Воскресенска сказал так, да гэтага я его не успрымаў просто як человека. Для мяне гэта быў нейкі такі персонаж з мультика, типа вот так гэтыя былі раней там чэшскі мультик про кротчика, што вылазіў з нары, такі носіўся. Я не разумею, для чаго ты человек. Не, ну усім трэба жыць, і я, можа, жыву, нічога добрага не раблю ў тым свеце. І на мяне сонейка свеце, там, і хлебушек ем я, там, і тое. І Воскресенскі такі вот там, і дурныя ў навінках жывуць. Але цяпер, пасля гэтай заявы, пустамельскай ягоды, заявы, я лічу, што гэтаму человеку трэба ўжо собираць, як ты казаў, сутнік свой, торбу за плечи і уваливать информационное поле просто-напросто, потому что он перешел мяжу. Это у державе, где расстреливали с крупнокалиберных кулеметов жанчин и детей, и старых. Он каже объединяться. Да где ты рот нашел, помы ляпу, падла, где ты нашел рот такое казать на людях? Ты выпей горелки литр и своим... Себя, ну, хоть какую-то там а-ля типа либерализм. Своим собутыльником это говорил в бане, да не обизе. Но и глядя, как ты мост валится ночью, понимаешь, по вакенцу. А людям это нормальным не кажи. Люди и так себе, как ты сказал, гэтай уладой, скажем, ну, прямо скажем, обкаканные такими поводзінамі, гэтымі увядзеннем гэтых войск. Кто дозволил Вусатому гэта рабіць? Хто дазволіў гэта рабіць? Пераступаць праз Конституцию? Нават ягоная Конституция это не дазволяе рабіць. Читаеце Конституцию трохи. Я ведаю, што яны не читали, потому что ім гэта не цікава, это ж не по паняццях жыццё. Разумееш, яшчэ гэта жаба вылазе напамаджаная, гэта стары напамаджаны мужик, такому даже руку подаць не хочется. Шмо, вылазит шмыр гэты. И он кажа объединяться. Это то самое, что, извини, Алена, калі какой-нибудь мужик не то, что знахалил жанчыну, знахалил и одел ей полноги, зашил и сказал, выходи за меня замуж. Понимаешь? Вот и она без ноги, там крыша поехала, при смерти он кажа, все, теперь замуж беру. Ты доказала, что я подъел, я задоволився с тобой, ты хорошая баба, я тебя возьму замуж. Разумеешь? Як можно такое говорить, осел? Разумеешь, я правым словом говорю, ты осел, Воскресенский, ты звычайный осел, очкастый. Иди нахрен с информационного поля просто, потому что нехто не вытрымае и головой человек пропец стукне ў Мінску. Я не кажу про себя, я никому не погрожаю. Но я на позорках вижу, что это может быть. Люди ж не терпение у людей, вот нож, ты его можешь ломать, он же тресне неколи ты нож. Немагчыма ж так ломать мозги людям. Не все ж люди безмозглые, не все такие тупые, как вы думаете. Люди не тупые у Беларуси. Неадекватные люди разбираются добро, а вата и на нет тому, что неадекватно не разбирается, тому, что она отчуває себя соудельником злочинства, вата. Вот что есть вата. Ватник это соудельник злочинства. Это не дурак, ватник. Не треба быть надто разумным, чтобы разобраться в этой политике. Треба быть просто сумленным, и все. И видеть борты некие, что можно, что не можно в этом житті. Пробач, что я так сорвался, потому что... Все чудовно. Треба быть сумленным. Я бы на этом, наверное... Будем сумленными, Антосик. И будем сумленными. И пасля перамоги Казахстана не только мост валится в Минску. Ну, что? Я думаю, что и червоная стена у Москвы бахнет. Стена бок. В конце я все-таки поставлю Озаренка, потому что ты это проанонсировал. Ой, обовязково. Хай люди задовольнення тримають. Это что? Это
Ну, Все, так. там нейронные связи разбурились уже. Посыпались. Живи Беларусь, слава Украине. Друзья, делитесь Алга, этим Казахстан. видео, ставьте лайки, мы постараемся в следующий раз быть веселее. Постараемся. Так, подписывайтесь на Patreon, уподобайка и коммент. Это лепший аргумент для нашего Вот. канала. Дякую. Так, дякую великий. Пока. Пока. А вот это мирный протест. Вы же не сомневаетесь, что он очень мирный? Ну прямо очень. Ладно, это все шутки. А из серьезного говорят, что шведское издание уже готовит статью про вольную казашку, изнасилованную в рот дубинкой. И сколько же зубов выпало в этом процессе, никто пока не знает. А вот программист Алес уже показывает свои разрезанные шорты Еврокомиссии. Комиссары их внимательно изучают, смотрят на просвет, нюхают, облизывают, на зуб пробуют и понимают, как страшно было Алес в казахском автозаке. Ну а вообще методичка — это бред пропаганды. И каждый вольный змагар, навальнист, бандеровец, либерал, демократ, он вот именно в этот момент сам решил выйти, потому что дальше так нельзя, потому что хватит, надоел, уходи, не быть скотом, вольно, живи, агла, сало Украине, героям сала. Ну раз вы все друг у друга воруете, то позаимствуем и мы. Силовики Казахстана, держитесь, давите эту плесень, вы воины света.